Цены на продукты как раньше или выросли? Этим вопросом озабочен, наверное, каждый покупатель. Занимаются мониторингом цен на продукты питания сотрудники Управления антимонопольной службы России. С 2020 года ингушским УФАС проводится еженедельный мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости. Сегодня проверяет этот супермаркет по улице Московской в Назрани. Хлеб, яйца, масло, крупы, мясо птицы и говядины. Эти продукты имеют строгие фиксированные цены, и за монопольно высокую стоимость владельцев могут привлечь к административной ответственности. Под мониторинг антимонопольной службы подпадают только сети магазинов. В этом маркете на данный момент завышения не фиксируют. Сотрудники магазина отмечают, что сверху цен проводят ежедневно и спешат успокоить население. Сейчас повышения нет. С сегодняшнего дня список социально значимых товаров, то есть товары первой необходимости, у нас фиксированные теперь, и повышения на них не будет. Что касается дефицита, распределительные центры заполнены товаром, запасы хорошие, в обозримом будущем дефицита не будет. Многие товары на прилавках магазина произведены в Ингушетии. Цены на них самые минимальные и держатся стабильно с 2020-го. К примеру, хлебобулочная продукция. Недавно появилась информация, что резко возросла цена на продовольственные товары, в частности на хлеб. Что вы можете по этому сказать? Ну что, в компании «Магнит» цена на хлеб не выросла, недостатков в товаре у нас нет, тем более, что здесь у нас работают в основном местные поставщики. Назрановский хлебокомбинат, Дахкильгова, поставки ежедневные, свежая продукция в необходимых объемах поступает ежедневно. И жалоб на некачественный товар, на дефицит вообще? За качеством товара мы отдельно следим, у нас отдельная штатная единица, дежурный по качеству, за качеством следим каждый день. Во всероссийской сети магазинов ситуация стабильная и нарушений не выявлено. А что в региональных? Этот маркет имеет несколько точек по всей Ингушетии, поэтому цены здесь также регулируются антимонопольной службой. Прежде всего, сотрудники проверяют ценники на хлеб, молоко и овощи. Не надо быть профессионалом, чтобы заметить, цены абсолютно аналогичны предыдущему магазину. Минимальная цена на хлеб 20 рублей, на молоко 105, килограмм муки 46 рублей. В соответствии с поручением ФАСа России, Центрального аппарата, мы проводим мониторинг цен в случае выявления антиконкурентных соглашений, согласованных действий между хозсубъектами, которые находятся на товарном рынке и занимают доминирующее положение. Мониторинг проводится у нас еженедельно, как я сказал, на продовольственные товары, товары первой необходимости. С 2020 года мы ведем активную деятельность в данной сфере. Вместе с тем, нарушение антимонопольного законодательства по установлению монопольно высокой цены или же, как я и сказал, наличие антиконкурентных соглашений, согласованных действий на данный момент не выявлено. Сотрудники ФАС намерены и дальше продолжить рейдовые мероприятия в городах с целью недопущения необоснованного повышения цен на продовольственные товары. За нарушение требований законодательства предприниматели будут привлекать к административной ответственности. Работники управления ФАС Ингушетии, в свою очередь, анализ мониторинга цен будут направлять в Управление Федеральной антимонопольной службы России. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24.